Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так: скорые и внезапные события в вашей судьбе. Пожалуйста, кому эта тема интересна, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос: какие скорые и внезапные события произойдут в моей судьбе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, какие скорые и внезапные события произойдут в вашей судьбе. Так, сразу я скажу, что у вас будет какая-то кардинальная перемена в вашем окружении, в вашем отношении к жизни, к людям, к себе. То есть вы меняетесь сами, и мир вокруг вас тоже стремительно меняется. Я честно по этому песку скажу, что человек переживает очень глубокие метаморфозы, очень глубокую трансформацию, я бы даже сказала, какую-то внутреннюю чистку изнутри, такую очень глубокую, четкую и где-то даже болезненную, понимаете? Я сейчас в этом песке вижу человека, который чувствует себя одиноким. Человек, у которого может быть все, но при этом не хватает ни любви, ни счастья, ни заботы, ни радуги в этом мире, понимаете? Вот нехватка ощущений у вас идет. И я вижу, что вы давно уже находитесь в таком состоянии, и теперь вам вышел срок на то, чтобы себя привести в чувство. Понимаете, вы уже должны были быть веселым, довольным человеком при каком-то деле, но вы слишком затянули свою трансформацию, вы слишком затянули свое ожидание чего-то прекрасного. То есть какой-то момент бездействия был в вашей жизни, и вы это понимали, вы это осознавали, но при этом ничего не делали. Так, смотрите. Внезапно будет ситуация, когда вам срочно нужно будет активно действовать. Эта ситуация может быть связана с ресурсами, с деньгами, с возможностями. То есть вас судьба будет подгонять, извините, подзатыльниками волшебными, да пинками, чтобы вы наконец-таки вылазили из своей скорлупы и начинали активно действовать. Я вижу, что долгое время вы просто плыли по течению, надеясь на то, что вот-вот вас куда-нибудь в нужное, в хорошее русло выкинет. На самом деле так не происходило. Теперь у вас момент того, что вы будете вынуждены как-то прям нагнать то время, которое было потрачено зря. Я вижу, что вы перебывали в каком-то состоянии самобичевания, саморазрушения, не знаю, как-то деструктивили очень сильно на себя. Вам почему-то казалось, что либо даже до сих пор может казаться, что счастье не для вас, что мир так сложный, а вы либо такой, не знаю, слабенький человек, да, то есть какими-то такими самосожалениями еще могли заниматься. Теперь вас будут гнать, причем гнать очень, подгонять, прям я сказала, да. Здесь, конечно, придется поактивничать, причем в таких сферах и моментах, в которых вы раньше никогда, послушайте, вообще никогда не принимали никакого участия. Вам придется себя показать в разных каких-то ролях, в разных ситуациях, да, то есть вы будете себя раскрывать свою суть, вы будете примерять на себя разные роли. Вот что идет. И знаете, вам совсем не будет скучно, и у вас совсем не останется времени на хандру и на переживания. Вы будете очень активны, вы будете очень веселы, жизненны, и прям, знаете, вам настолько понравится эта ситуация, настолько вы войдете в этот кураж, раж, как хотите. То есть
До этого вы сидели в какой-то прострации, да, и тут на тебе нужно и туда бежать, и сюда бежать, и это сделать, и то, и там кому-то еще что-то сделать, да, и что-то еще от вас ждут, и вы как на разрыв, да, но вас эта ситуация очень сильно бодрит, вам нравится такая ситуация, вы чувствуете, что вы живете полной жизнью. Знаете, вот буквально там, я не знаю, за месяц вы можете порешать дела на целый год, причем даже вот как-то в легкую, даже не заметите, что столько много всего сделали. Да, будет усталость, но усталость счастливая, да, когда человек ну, просто выдохся, да, и все. И вот он с счастливой улыбкой сидит даже и вот думать ни о чем не хочет, да, настолько вот он потратил энергетику свою, да, причем потратил с пользой, с умом, да, что-то вы для себя делать будете. Тут очень много моментов для себя. У кого были сложные отношения, у кого были отношения, которые нуждались прямо в перезагрузке, это все случится. Я вижу, что здесь линия вот перерывается ваших совместных отношений. Причем, смотрите, мужчина какой-то странный, мужчина, ну, я не знаю, тут такая нехочуха, да, нехочуха, прячется, неактивный, непонятный, мутный, то есть как с козла молока, извините, пожалуйста, но вот идет именно так. Женщина более активная, более такая вот прям у нее жизненная позиция, смотрите, как вы на него так смотрите, говорите, ну давай, ну и жду от тебя, начинай действовать активно, покажи, кто ты, что умеешь. А мужчина такой спрятался возле стеночки, да, вот прям в стеночку эту печатался, да, и такой же бледненький, как стеночка, да, и думает, а вдруг пронесет, а вдруг не заметит, да, что это я тут стою. Вот я вижу, что вы мало того, что вы свою жизнь поменяете, так вы еще и мужчину очень сильно простимулируете, того, кто с вами рядом. Понимаете, вот вы прям своей энергетикой его прокачаете. Сами прокачаетесь, не знаю, там до 1000 какого-то уровня, и мужчину прокачаете. Но вы должны понимать, что вы локомотив. К сожалению, именно с этим человеком вы будете локомотивом, и то, что происходит сейчас, это будет постоянно. Этого мужчину вам придется воспитывать до конца его дней. Это не ребенок, да, которого можно воспитывать, да, до определенного возраста, потом он уже сформированная личность. Ваш, к сожалению, он так ребенком и останется, незрелой личностью, личностью нуждающейся в поддержке, в помощи, в наставлении. Он может быть прям такой брутальный мужик, да, но тем не менее душа у него, конечно, очень ранимая, детская и, ну, я бы сказала, младенца просто таки, да, капризная, наивная и такая вот. Не в том теле он родился, ему бы женщиной быть было бы замечательно. Но что имеем, то имеем. Смотрите, я вижу, что вы прокачаете всю эту ситуацию, вы сможете, вы выйдете победительницей из этого всего. А отношения ваши, смотрите, они, ну, будут, может быть, прерваны на какой-то срок. Может быть, сейчас вы находитесь в паузе, в разлуке, разрыве тоже может быть. Но, тем не менее, вам придется потом опять принять волевое решение, либо вы сойдетесь, либо вы уже разойдетесь навсегда, потому что принимать все решения будете конкретно вы. Я вижу, что вам вообще в судьбу тут две пары, видите? Одна то, что сейчас происходит, а вторая то, что возможно. Опять же таки, да, мужчина, который к вам придет, он будет очень такой, знаете, прям, ну, и сильный, и стабильный, но при этом очень похож на первого мужчину, то есть по каким-то душевным качествам, характеристикам тоже будет слабоват. Вы очень сильная, вы очень мощная. И даже если вы сейчас говорите, нет, что вы, я там аленький цветочек, это неправда. Вы себя не знаете, вы себя недооцениваете. Да, бывают такие в жизни ситуации, когда мужчина сильнее, чем... Вернее, не так сказала, да. Иногда бывает ситуация, когда женщина сильнее, чем мужчина, и в этом ничего плохого нет. Все мы разные, но всех нас создал Создатель, да, такими, как мы есть. Поэтому, если вам, ну, я вижу просто, что у вас есть такие нотки, что вы у меня очень мудрая, что вы очень умная, и что вы такая, знаете, ну, можете жестко так на место человека поставить. У вас такие задатки очень хорошего кармического воспитателя, я у вас вижу. Поэтому я считаю, что если мужчина сильный будет, да, который к вам придет, то вы, скорее всего, с ним будете бороться, да, кто из вас сильнее, кто из вас умнее. Для вас просто, знаете, как для вас не существует авторитетов. Авторитет только один, вы сами для себя. То есть, ну, как истина, да, в последней инстанции. В принципе, вы такой личностью сформировались. Это не то, что вы пришли в этот мир такая там заносчивая, да. Нет, это вот жизнь вас заставила все на себе нести, тащить, думать, придумать,
выдумывать, верить только себе, рассчитывать только на себя. Вы стали такой. Это ваша, ну, как у ежика колючки, да, так и у вас оборонительная ваша система. Но тем не менее, вам так проще, вам так лучше. И ну, живите так. Живите так. Мужчину вы потянете к себе. Любого мужчину вы можете к себе притянуть. Вопрос, нужно ли вам это. Я вижу, что будет. Будет ваше счастье с другим человеком. Но этот человек, в отличие от вашего там бывшего либо настоящего, он отличаться будет тем, что он будет более таким, знаете, зрелым, что ли, да. Он уже с испытаний вышел, он уже прошел очень много увидел. Этот человек, он просто... Но вы будете смотреть и сравнивать, да, и вы будете понимать, что все-таки этот получше тем, что он любить вас будет. Он не будет стесняться, он не будет закрываться, убегать от проблем. Нет, он будет честный. Вот его главная отличительная черта – это честность. Он будет честно к вам приходить и говорить: ну, я в тупике, я загнался, я не знаю, помоги. И вы уже будете вот там, с позиции кармического учителя ему там рассказывать, что делать, да, и где раки зимуют. Человек будет учиться у вас, он не будет скрывать того, что он в восторге от вашего ума, острого ума, от того, что он в восторге от ваших высказываний, от того, что видит вас главой семьи, главой отношений. Ну, а вы примете эту роль, а вы примете, а что делать? Надо же быть кому-то и главным, и сильным. Знаете, здесь вот просто это все будет происходить очень внезапно, вот как-то внезапно будет меняться ваша жизнь, внезапно вам будут показывать, да, вот как, знаете, как свет, прожектор, да, включать, и вы будете видеть все то, что было скрыто. Знаете, вы на самом деле все это уже видели миллион раз, но вам это не обозначали, и поэтому вы просто, ну, не хотели себя, наверное, ранить больше, чем есть, и закрывали глаза в нужных местах. Поэтому теперь будут точечно вам показывать, указывать и заставлять вас быть активной. Я вижу здесь метлу. Вам придется очистить свою жизнь. Очистить свою жизнь от двух человек. Два человека, у них мешки на головах. Это люди с двойным дном, с двойным лицом. Такие, знаете, обманщики, шулеры, абьюзеры, то есть, ну, долго такие пиявки, да, присосались к вам и живут за ваш счет, катаются на вашей спине, негативят в вашу сторону, то есть в лицо вам улыбается, когда вас нет рядом, там и гадость, и мусор, и помой, и все на вас готово вылить. Мало того, еще могли у вас подворовывать в прямом смысле слова. Если меня смотрит мужчина, то тут женщина, ваша бывшая, либо настоящая, могла, ну, просто, не знаю, там прикрываться какими-то родственниками, детками, и с вас просто все, как говорится, жилы тянуть. Такое тоже может быть, такое часто бывает. Вот здесь очень четко показано. Еще я вижу, что у вас вот крюки, на которых вы подвешены были, да, вот каких-то два дела очень сильно вас тянули и тянут, кстати, до сих пор. Вот вы как будто бы висите, да, и отпустить жалко, и решить никак не можете. Эти дела решатся неожиданно быстро, благодаря тому, что у вас, смотрите, как в вашу жизнь кто-то войдет, причем войдет достаточно такой человек мощный, я не знаю, мощный, статусный, высокий по званию, по предназначению, человек, который вас просто, ну не знаю, такую вам встряску сделает, что вам эти дела вообще покажется, что это ерунда. И мало того, человек вам просто одним словом на место мозги поставят. Извините за такое выражение, но так оно и будет. И вы сразу поймете, что все было очень просто, вы просто держались за, не знаю, за туман, да, за вакуум какой-то держались. На самом деле там и держаться-то не за что было. То есть я вижу, что благодаря тут симбиозу высших сил и людей, которые будут входить в вашу жизнь, вы наведете порядок, наведете конкретный порядок в своей жизни. Давно уже пора, давно уже нужно было сделать, но вам жалко было расставаться с какими-то вещами, делами, людьми. Тем не менее, время пришло, как говорится, труба зовет, очень сильно зовет. Видите, у вас даже все линии в другую сторону смотрят. Тут будет, ну, прям разворот, вас будут разворачивать и отправлять в нужном направлении, потому что вы вот реально по этому песку, ну, заблудились. Вот заблудились и все, да, в 3 соснах заблудились. Поэтому будут вас высшие силы восстанавливать. Так,
Мои дорогие, внезапно кто-то может обнаружить беременность. Беременность либо свою, либо кого-то из ваших близких, знакомых, там, друзей. То есть все может быть, да. Вот какая-то прям новость шокирующая для вас будет. Шок, легкий шок, что неужели это случилось, неужели это произошло. Я не буду тут лукавить и говорить, что это будет большую радость, потому что возможно, вы узнаете, что ваш муж, либо любимый человек где-то там с кем-то там, да, и результат — это беременность. Очень неприятная новость может быть, но тем не менее. Предупрежден, значит вооружен, чтобы это для вас не было прям такой жуткой катастрофой, да, чтобы вы понимали, что, так в принципе и должно было быть, да, потому что человек сам по себе, вот тот, кто с вами сейчас рядом вместе, может быть, с натяжкой, я могу сказать так, 10% может поменяться, а все остальные вот так и будут. У вас, вот видите, другая судьба, другой человек, другая крыша, другой человек, который делает вам счастье. Здесь дорога четкая, не прерванная, понимаете? Мало того, еще мужчина сам эту дорогу делает, сам ее держит. То есть все будет держаться уже на мужчине. То есть вы здесь в роли королевы выступаете. У вас, кстати, я не знаю, может, ребенок от предыдущего брака. То есть мужчина вас принимает со всеми вашими родственниками, скажем так, да, со всеми вашими проблемами. Кстати, у кого сейчас проблемы материальные, очень сильные, либо житейские, жилищные, мужчина будет все решать. Вот в этом плане мужчина, конечно, работяжка. Он все на себя возьмет, все решит, свое, чужое для него не важно будет. Важно, что это ваше, а вам нужно помогать. Вы его женщина. Знаете, здесь достаточно интересно, да, немножечко отличается от темы, но тем не менее, да, вот высшие силы решили передать вам именно это послание, что вы реально уже засиделись, пора наводить порядок в жизни. И если вы сами не хотите, то высшие силы готовы поработать, засучить рукава и выкинуть весь хлам и ненужное из вашей жизни. И не только это будет касаться вещей, но и людей. Поэтому ни за кого не цепляйтесь, ни за кого не держитесь. Знайте, что это все для вас вредоносно, да, вредоносно. Высшие силы для вас приготовили реально тот путь, которым вы должны были идти, но по каким-то вот непонятным причинам сбились с этого пути и ушли, какой-то отрыв. Все будет меняться, все будет хорошо, мои дорогие. Высшие силы мудры, они вас не оставят, и они для вас приготовили прекрасное будущее. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.